Много вопросов, но, может быть, разделим. Вы тут действительно, вот, как говорит Мурат, как будто обижаете, что вы очень хорошо работаете, в то же время говорите, что китайцы какую-то промокашку через много лет подняли как документ, да, как аргумент. А вы всего лишь допустили какую-то оплошность в каком-то соглашении. А они по этой оплошности начали демаркировать, вот тогда только мы начали возмущаться. Ну, это значит, что плохо работает правительство. Кто допустил эту оплошность? Кто это написал, вот этот текст? Вы не имеете к этому отношения? Комиссия. А кто-то там политики написали. Так надо было готовить документ хорошо. Всего лишь оплошность допустили, а там несколько километров около БЧК перешло к Китаю. Какая-то оплошность. Извините меня, за таких надо шею гнать таких людей. Я понимаю, да, я вот спрашиваю, кто это допустил? Айып Мырза, дагы бир жолу айткан. Мы ал жерде 800 метрде мы говорим, биз айтып атабыз, биздин жер өтүп кетти деп. А ошол убакта иштеген, 81-жылы иштеген. 81-жылы сиз канча делеңиз, мен канча делем. Ошол маселени айтып атам. 81-жылы демеде жазып атат протоколдо ошол исполкомдун чечими. Мол жер Казакстан аймагынан өтөт. Вот об этом вопрос. Да, об этом вопрос. Нет, да. Ты назови фамилию. Вот ты райисполком. Кто? Есть же подписан. Нет. Нет. А говорите, мы работаем хорошо. Бери караңыз, Айып Мырза, дагы бир жолу айттым. Мореки чечим 91-82 жылы кабыл алган. Жолду объездной жолду салып атканда. Мына мен 3-чү пункт. Просить Совет министров Кыргызской ССР обязательно оставить шелдор Киргизской ССР о восстановлении земельной расположенности между дорогой и рекой Чу, а также войти с ходатайством перед Совет министром Казахской ССР о прохождении участка дороги в районе головного сооружения БЧК по территории Казахской ССР и утвердить данное решение. По территории Казахской ССР. Хорошо, да. Кто это? Нет. Ошону айтып атпаймынбы? Ошол убакта мисалы ал маселени казактын территориясын неметкен эмес, биздин Кыргызстан салып алды, бүттү. Минавтошолдор 82-жыл. Кто будет ответственность нести с 82-жылкы мынакей Мельников деген исполкомдун председателин Минавтошолдорго жазып атат. Минавтошолдор это в дальнейшем казактар менен сүйлөшкөн эмес, ни переговоры не вели. Мы дорогу проложили, все. Вот даже вот эти 58 участков возьмем, что с Узбекистаном, что с Казахстаном, что с Таджикистаном, вы посмотрите, там даже вот такие факты есть. Председатель кыргызского колхоза, ему дают план, вот по хлопку, там, ты должен сдать 10 тонн. И вот было такое, вот есть эти документы, он выходит соседнему председателю узбекского колхоза, ну, на границе они. Он говорит, слушай, говорит, давай так, ты вот за меня дашь план по хлопку 10 тонн, я за тебя дам план по мясу и шерсти. Да, и они письмом обменяются, он говорит, хорошо, этот ему передает 10 гектаров. Вот сейчас удивляться, почему это мой отец, я бегал, рос возле этого рыка, вдруг она оказалась. Так председатель колхоза в 60-х, 70-х, 80-х годов писал, или там директор совхоза, отдавал, и она ушла. Вот 10 гектаров отдать, и она уходила. Вы понимаете, и сейчас удивляемся. А это же документ. Вот как точно вот сейчас председатель райисполкома из Сыкотинского района господин Мельников в 92-м году, вот здесь еще моя подпись стоит в 13-м году. Я еще раз знакомился с этим документом. Когда мы с казахами ругались, и они мне вот этот документ дали, говорят, товарищи, это же, говорит, ваши. Ну вот кто виноват? Значит, правительство, вот вас избирают, вас туда сажают, а вы тут хвастаетесь, сидите. Вот мы все отлично делаем, а вы нас неправильно критикуете. Все равно этот человек, как и вы, кто работаете в правительстве, делают оплошности. Почему китайцы могут промокашку показать через 20 лет, а вы не можете? Их нету, мы их искали. Ну, вот, получается, каждый лично воспринимает. Я говорю вообще о тех структурах, которые работают.